Итак, мы с вами приступаем, да, и начнем мы с вами наш блок именно с организационно-правовых аспектов оказания первой помощи. Напоминаю вам, что есть даже такой день, да, Всемирный день оказания первой помощи. Он отмечается вторую субботу сентября. Итак, первая помощь, да, это один из этапов спасения пострадавших. То есть это комплекс простых мероприятий, да, который оказывается на месте происшествия и именно направлен именно устранить те состояния, которые могут привести к летальному исходу. А, Затем этап скорой помощи, да, медицинской помощи и специалиста, да, не позднее 60 минут, который, в принципе, должен человек попасть, да, в стационар не позднее 60 минут. То есть, как вы знаете, это правило золотого часа. А, Смотрите, вот действительно у нас есть медицинские учреждения, да, где оказывается медицинская помощь, и они там оснащены по последнему слову техники, да, есть оборудование, есть врачи. Но если мы на этапе первой помощи, да, не окажем эту помощь, то вот эти все усилия, они могут быть напрасны. Поэтому именно признается важность оказания первой помощи. А, После того, как во время оказания первой помощи, да, всегда вызываем скорую медицинскую помощь, и в идеале, да, не позднее 20 минут должна приехать скорая помощь. Конечно же, очень много факторов влияет, что на приезд этой скорой помощи, да, она может не приехать и в течение 20 минут, то есть это и дороги, да, это и погодные условия, это и занятость бригад скорой помощи, вот не секрет, да, что в ковид бригады были перегружены и не всегда вовремя могли приехать в течение этих 20 минут регламентированных. Это и насколько культура водителей развита, уступают ли они дорогу, да, со спецсигналами машинам. То есть от многих факторов. Но в целом, да, если мы сегодня именно с вами говорим об условиях оказания помощи в городе, да, то в течение 20 минут, да, скорая помощь приезжает, скорая медицинская помощь. Но вот это важный этап, это первая помощь, да, чтобы мы живым человека передали в руки скорой помощи. Оказание первой помощи, да, регламентируется юридическими актами. Конечно же, это Конституция, да, Российской Федерации, где прописано, что каждый имеет право, да, на охрану здоровья и медицинскую помощь. А также это федеральный закон Российской Федерации, да, видите, этому закону уже больше 10 лет, он 2011 года об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. И приказ Министерства здравоохранения, да, и социального развития России, видите, 477 приказ, который об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь и перечень мероприятий там по оказанию первой помощи. То есть это основные документы. Кроме, конечно же, есть и другие документы, да, и в Трудовом кодексе записано, что работодатель обязан, да, в случае возникновения несчастного случая организовать человеку оказание первой помощи. Кроме этого, обучать, да, работников первой помощи. И первая помощь у нас вот согласно этому закону, она у нас оказывается до оказания медицинской помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, да, угрожающих жизни и здоровью. И в законе прописаны лица, которые обязаны оказывать эту помощь. Да, посмотрите, это как раз сотрудники органов внутренних дел, да, сотрудники военнослужащие, работники государственной противопожарной службы, и спасатели аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб. Кроме этого, в законе отдельной строкой прописано, что водители транспортных средств и другие лица, то есть мы с вами тоже, да, все граждане Российской Федерации вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки или навыков, да, поэтому мы с вами вот как раз и обучаемся, чтобы иметь тоже право оказывать помощь и эту помощь действительно уметь оказать. То есть первая помощь – это вот этап, да, один из этапов оказания помощи до прибытия скорой медицинской помощи. То есть вот по закону, да, как раз все вот эти сотрудники обязаны оказывать первую помощь. И для этого именно вот даже в законе о полиции, да, в законе о спасателях у них прописано, что они обязаны оказать первую помощь. Для этого у них есть специальная
средства, да, для именно оказания первой помощи на месте происшествия. Но если же нет этих, да, людей рядом с нами, то, конечно же, мы сказали уже, что любой человек имеет вправе оказывать первую помощь, да. Ну вот тут я буду использовать слайды Зульфии Абдулны Зариповой, и ссылку на ее лекции мы там вам отправим, Гульшат Вазировна обещала. Вы можете на Ютубе посмотреть ролики. Я сама вот буквально в декабре месяце отучилась у нее на курсе на инструктора первой помощи, и вот она любезно поделилась этими слайдами. Человек, который пропагандирует первую помощь, да, и как можно больше людей, чтобы умели оказывать эту помощь, поэтому вот как раз.